кухня Белоруссии простая и калорийная. В ней используют бобовые, овощи, колбасы, сало, грибы и ягоды. Мясные блюда чаще всего готовят из свинины. Иногда используют говядину, телятину и даже мясо диких животных – кабана, лося, зайца. Белорусскую кухню отличает незначительное количество молочных блюд и сладостей. Приправы тоже употребляются ограниченно. Сладкие блюда заменяют традиционными напитками – киселями, ягодными морсами и компотами. Для традиционной белорусской кухни свойственно максимальное измельчение продуктов, либо их разваривание до кашицеобразного состояния. Например, картофель предпочитают натирать, а не резать. Овсяную крупу для киселя разваривают. Конечно же, в белорусской кухне используют овощи, среди которых первое место заслуженно занимает картофель. Из него делают драники, клёцки, колдуны, картофельные запеканки, бабку и многие другие блюда. Команда проекта «Удмуртия со вкусом» продолжает свое кулинарное путешествие по нашей республике. Сегодня мы в гостях у белорусов Раисы и Валерия Чекун, которые поделятся с нами секретами настоящей белорусской кухни. Вы знаете, как называют белорусов? Их называют бульбаши. А почему? Потому что бульба – это картофель. И сегодня мы на кухне с активистами Общества белорусской культуры «Батьковщина» естественно будем готовить коронное блюдо белорусской кухни, блюдо из картофеля, как вы видите, и это... Драники! Ура! Драники! Сегодня у нас драники. А готовим мы вместе с Раисой и Валерием. Да. Мы чисто породистые бульбаши. Ну, драники – это наше любимое блюдо. Когда ко мне приходят дети, они уже взрослые, у меня уже внуку старшему, говорится, 20-й год, он всегда говорит: бабушка, пожалуйста, драники. И я всегда готовлю им драники. Итак, что нам понадобится для драников? Ну, для драников в первую очередь понадобится яйца, соль, мука. Чтобы драник был изготовлен, для этого делается, мы его пропускаем через электротерку. Но в основном люди пользуются вот такой теркой. И всегда пальцы терли раньше. У меня вот пальца нету. Вот через такую терку мелкую, да, ручную. Это появилось совсем все недавно. Вот. И, кстати, знаете, используется очень много труд на такую крупную. Она получается не драник, а как бы поджаренный картофель. Но он больше идет это как не на наше блюдо. А драник, он мягкий, воздушный. С чего мы начинаем? Терли? Да, включай электротерку. Так, машинку мы включили. Докладывай. Да. Чем картошки больше, тем гораздо легче. Итак, с помощью электротерки мы натерли наш картофель. И теперь что нужно будет сделать? Для того, чтобы убрать лишнюю воду, особенно в Удмуртии картошка очень водянистая, вот, поэтому мы уберем сейчас лишнюю воду, чтобы они хорошо пеклись. Раньше наши матери делали это через марлю. Да. Через марлю. То есть брали марлю и все это отжимали. Замечательно. Вот эту воду не выбрасывали. Блинов пекли, как правило, много. Несколько раз это все промывали. Здесь оставался крахмал. Да. Но его знаете, куда используют? Кисели пекли. Выбрасываем отжатый. Пекли кисели, крахмалили белье. Все как надо. Ну вот у нас получилась такая масса. Вот такая масса. Да. Да. Добавь немножко муки. Можешь одно яичко, потому что мало продукции. Так, картофелину у нас, наверное, было штук 7, да, я так понимаю? Да. Вот, примерно 1 столовая ложечка муки идет с горочкой на такую порцию. Потом идет. Не пересоли. Угу. Так, дедушка. Вот, много. считай маленькую, нет, это немножко. Ну да, чайная ложечка без горочки. Да. Убиваем яйца. Убиваем, да. На самом деле все очень быстро. Быстро? Да, конечно. Но зато так мы тут полезно. готовим-то чуть-чуть, а там, когда готовишь на 15-20 человек. Да, все, сейчас мы это перемешиваем. И получается вот такая, как будто бы, знаете, вот вы делаете тесто. А чем еще знаменита белорусская кухня? Ну, вы знаете, во-первых, если кто-то был в Минске и заходил в нашу кафе «Бульбяное», в горшочках керамических всегда кладется картошка, крупно порезанная на 4 части, не больше. Она сверху кладется натурально наша колбаса, грамм 200, да, лук, и запекается все это в духовке. И когда вы этот горшочек съедаете, вам, извините, хватает на целый день. Главное, все равно все из картошки. Вот это мы сделали первый этап, как бы, это оладья.
А Да. потом что? Это же все можно сразу во всю эту большую сковороду и испечь блин. Ну. Второе. Вот это все отжать, будем говорить, еще чуть лучше. И сделать лепешки и с фаршем мясным. Перемешать это все и испечь как бы котлетку. Получается драник с мясом. И Мясо, уже да, фирменнейшее, картофель, так сказать, картофель. последнее блюдо. Коронное. Это коронное колдуны. Ух ты, название-то Слово-то какое, да? колдуны. Это вот ту же лепешку, как я сказал, мы сделали, положили туда фарш и все это закатали. Получается как бы пирожок внутри с мясом. Полный цикл очень сложный. Сначала маленько отваривают, потом обжаривают, а потом тушат. Сало Найдешь. жарится, жир, потом Ну-ка, да. сметана, лучок. Сало, сметанка, лучок. Проложил колдуны, опять полил сверху, полил, полную наполнил в духовку. Ну, Ну, в общем, без картошки никуда. Никуда. Ну что, приступаем к второму последнему этапу. Идем к плите. Идем к плите. Идем. Так, ну что, у нас здесь налито подсолнечное масло, я все Да. правильно понимаю, Да. да? Немножко подсолнечного масла, раскаленная сковорода. Вообще в деревне не так пекли. Валер, потом расскажешь. Не Почему? надо тебе. Не Ты пеки. печи, я расскажу. Сковорода ставится туда, в горячую печку, она нагревается. Берется привязанный на, скажем, палочку кусок сала. Этим салом по горячей сковороде она становится жирной. Потом туда накладываешь блинчики и печь. Сверху печет, снизу печет. Блины получаются. Отлично. Вот такие. Отлично. Вот. Те, кто смотрит внимательно наш блог, Да. они поймут, как можно в русской печи приготовить драники. Не можно, а нужно. Да. Это классика будет. Понимаете? Вот, смотрите, они розовые, вкусные. И ничего не разваливаются. Нет. А если вот в них еще просто мясо добавить, вот этот блин, потом сюда мясо, фарш точнее, и лепешки. Во! Но эта лепешка, это в белорусской печи. Заливается все вот это на сале, все это заливается, запекается. И она, знаете, вот из сковородка 5 сантиметров, у вас такой выпекается блин. Его разрезают как торт на долечки. Ну это уже блин, И да. это красота и вкуснятина. Опа! Вот, смотрите. Оп, пожалуйста. Да, Выкладывай. всё, Они красота. уже готовы. Сейчас будем. Ну, вот такие замечательные драники у нас сегодня получились. Ребята, правда скажу, вот по консистенции они просто изумительные. Мы сейчас будем снимать пробу. И спасибо нашим кулинарам, Раисе и Валерию. Кстати говоря, это семейная пара, и они в этом году 9 июля. отметили золотую свадьбу. А это их подруга Татьяна, которая Да. сегодня тоже пришла сюда не просто В гости так. к нам. Да, ну что, попробуем? Пробуем. Пробуем. Исключительно вкусно. А у нас по-другому не бывает, так ведь? Да. Хорошо. Мягкие, воздушные и очень вкусные. Много мы сегодня узнали о белорусской кухне. Прекрасные сделали драники. Ну и, конечно, какие же, скажем так, домашние посиделки с драниками без душевного пения. Споем типичную белорусскую песню «Лявониха». Да. А Лявониху Лявон полюбил, Лявонисе червячки купил. Лявониха душа ласковая, червячками поляскивала. Лявониха душа ласковая, червячками поляскивала. Благодарим вас за прекрасный рецепт, который вы нам сегодня подарили, за это чудесное общение, за это прекрасное пение. Хотим от нашей программы подарить вам нашу фирменную Ой, кружку, ой, вручаю хозяину Прекрасно, семейства, прекрасно. Спасибо большое. которая Спасибо, пусть да. останется в память на вашей Спасибо. теплой Да. кухне. Спасибо большое. Мы их тоже туда. Мы снова в пути, и с каждой новой программы «Удмуртия со вкусом» открывает новые страницы книги о вкусной и здоровой пище.